Бисмилля, альхамдулилля, салату вассаляму аля расулилля. Продолжаем уроки дуа, мольбы. И сегодня мы, иншаллах, поговорим о том, как правильно начать дуа. Как правильно начать просить у Всевышнего Аллаха. И обращаясь к Всевышнему, мы должны знать, понять и использовать одно очень важное правило. Перед тем, как поднять руки, не поднять, это адаб, не обязательно. Перед тем, как обратиться к Аллаху и попросить для себя что-либо, рассказать Ему там наши проблемы, беды, так ведь? Нужно сначала поблагодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он уже нам дал. Потому что, да, мы хотим что-то у Аллаха попросить для нашего сегодняшнего дня, завтрашнего, для будущего, но перед тем, как просить что-либо, нужно сказать Ему спасибо. Нужно поблагодарить Аллаха за то, что Он уже тебе дал сегодня, вчера. Поэтому это очень важно, и это первое. И второе, мы должны, прежде чем попросить что-либо для себя, мы должны вспомнить право нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сделать за него дуа. Салават это называется. Поэтому первое – это шукр, это благодарение, благодарность Аллаху, это восхваление Всевышнего Аллаха, потом салават, мольба за нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и только потом мы вспоминаем свое право. Только потом мы начинаем просить. Вот это есть адабу дуа. Это есть этикет дуа. Это этикет мусульманина, который он должен соблюдать перед тем, как обратиться к Всевышнему Аллаху со своими просьбами. Если человек начнет свою дуа, свою мольбу, перечисляя совершенные имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, вспоминая Его неисчисляемые блага, которых мы не можем ни записать, ни сосчитать, ни даже знать не можем, вспоминая Его щедрость и милость к нам, восхваляя и благодаря Всевышнего Аллаха, все это будет причиной того, что, иншаллах, Аллах примет наши дуа. И вот это же правило и в общении с людьми. Так ведь? Перед тем, как подойти к кому-то и спросить или попросить у него что-либо, мы должны соблюсти некоторые законы, некоторые правила. Мы не можем просто первому встречному подойти и спросить у него: дай мне это, дай мне то. Нет, мы сначала должны дать салям, поздороваться. Если мы знаем имя этого человека, мы должны обратиться к этому человеку его именем. Если это действительно достойный человек, который, машаллах, делает очень много пользы для людей, мы можем поблагодарить его сначала, прежде чем попросить. Так ведь? Мы можем сказать: дорогой абы, там, апа, брат, сестра, я знаю, машаллах, наслышан, что вы делаете столько-то, столько-то для ислама, для религии, для людей. Так ведь? Поэтому нужно отдать, прежде чем попросить для себя что-либо, нужно отдать право того, у которого ты хочешь что-либо спросить. Поэтому это все обычно, это все как бы элементарно. Так ведь? И поэтому, когда мы начинаем что-либо просить у Аллаха, то есть делать дуа, обращаемся, не надо спешить. Вот очень часто обращающийся к Аллаху человек, он ошибается. Братья и сестры очень часто ошибаются. Во-первых, по незнанию. Во-вторых, из-за торопливости, сабра нет у нас. Так ведь? Мы, как только начинаем просить, у нас там времени нет, да, много дел, и мы сразу начинаем просить. Мы начинаем просить. Нам сразу вот: Аллах, дай мне это, Аллах, помоги мне, Аллах, дай мне то, дай мне то. Нет, не надо спешить.
Потому что от этого зависит результат дуа. В чем смысл дуа? Если мы обращаемся к Аллаху с какой-либо просьбой, мы же хотим, чтобы Аллах выполнил эту просьбу. Он нам дал то, что мы просим у Него, или же защитил нас от того, от чего мы к Нему прибегаем. Поэтому, если нам важен результат, мы должны соблюсти этикет дуа. Поэтому не надо спешить. Не надо спешить, нужно поблагодарить Аллаха. Субханаллах за то, что Он уже тебе дал. А если человек будет благодарным, вот эта благодарность будет причиной того, что Аллах даст нам баракат в том, что Он нам дал, и Аллах увеличит нам удел. Потому что Всевышний Аллах, многие мы знаем этот аят, но, к сожалению, очень часто забываем. Аллах сказал: «Ва'идh та'адзана раббукум». И вот ваш Господь сказал, возвестил: «Ля ин шакартум», если вы будете благодарными, «Валя ин шакартум ля азиданнакум». Аллах сказал: я непременно, не сомневайтесь, я увеличу вам удел. Я дам вам больше, одарю вас еще большим. «Валя ин кафартум», но есть еще продолжение аята. «Валя ин кафартум», но если вы проявите неверие, куфр. Слово куфр – это отрицание того, что явно существует, что есть. Поэтому слово куфр еще приходит в значении отрицание даров Всевышнего, отрицание даже того, что люди тебе сделали. Например, в хадисе говорится, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: я видел, что большинство обладателей ада, кто? Женщины. Но мы это, наверное, очень часто вспоминаем этот хадис и напоминаем нашим супругам, но мы должны знать, что и в раю женщин будет больше, потому что женщин намного больше. Посланник Аллаха, когда сказал сахабам, сподвижникам, что в аду женщин будет больше, они удивились, и они спросили: за что? Что они такого сделали? Посланник Аллаха сказал: ликуфрихинна, из-за их неверия. И они тогда спросили: что за неверие? По отношению к Аллаху и его посланнику? Нет. Посланник Аллаха сказал: по отношению к своим мужьям. Вот муж делает добро, она довольна, и вот в один день муж не справился со своими обязанностями, что-то где-то не додал, денег поменьше, наверное, принес, да? И женщина забыла все, что он делал для нее, для семьи до этого, и говорит: я никогда от этого мужчины, от этого мужа никогда добра не видела. Вот это есть что? Посланник Аллаха сказал: это куфр. Это неверие, то есть неблагодарность по отношению к деяниям, добрым делам мужа. Поэтому вот здесь Всевышний говорит: «Валя ин шакартум», если вы будете благодарными, «ля азиданнакум», я непременно увеличу ваш удел. «Валя ин кафартум», но если вы проявите неверие, то есть будете неблагодарными, знайте: «Инна адаби», воистину мое наказание ля шадид, несомненно суровое, несомненно мое наказание сурово. Это сура Ибрахим, 7 аят. И вот, если мы обратим внимание на книгу Всевышнего Аллаха и найдем там слова мольбы, которым учит нас Всевышний Аллах, как мы правильно должны обращаться к Аллаху, с чего мы должны начинать и чем мы должны завершать, как мы должны просить у Аллаха правильно. Если мы обратим внимание на сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как же наш пророк обращался к Аллаху, как он начинал обращение, когда он просил у Аллаха, вот мы увидим, что все эти слова мольбы, машаллах, они начинаются с правильного обращения. С правильного обращения. Даже к людям, если ты что-то хочешь, чего-то хочешь добиться от них,
Субханаллах, нужно правильно обращаться. Лукман Хаким, мудрый Лукман, когда учил своего сына уму-разуму, как он обращался? Он говорил: «Я бунайя, о сыночек мой». Он не говорил: «Эй, ты там, иди сюда, да? Слушай меня». Нет, он сказал: «Я бунайя, ля тушрик билля, о сыночек мой, не предавай никого Аллаху в сотоварищи. Инна ширка ля зульмун азим». Поистине, ширк, многобожие, это величайшая несправедливость. «Я бунайя, о сыночек мой, акимис саля». Выстаивай молитву. Он не говорил: «Быстро сюда, намаз». Да? Нет, о сыночек, выстаивай молитву. Вот от этого обращения зависит результат. Результат. И вот здесь, машаллах, и Коран, и сунна, мольбы, которые использовал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, все они начинаются с правильного обращения. То есть мы должны научиться правильно обращаться к Аллаху. Альхамдулилля, у него имен, которые мы знаем, только 99. А еще посланник Аллаха научил нас обращаться к нему теми именами, которые мы не знаем. Это есть дуа, Хиснуль Муслим, книги есть это. То есть даже те имена, которые мы не знаем, мы можем их использовать. Также мы видим, что мольбы пророка, они начинались с восхваления Аллаха, со слов благодарности. Посланник Аллаха восхвалял Аллаха, благодарил его за его неисчисляемые блага. И только после этого он посмел просить у Аллаха что-либо. И вот на примере этих молитв с Корана, Сунной мы, альхамдулилля, учимся видеть не только глазами, но и сердцем, признавать безграничную милость Аллаха и Его щедрость к нам. Давайте возьмем пример. Берем мусхаф, открываем первую страницу. Предисловие книги Аллаха. Это сурат Аль-Фатиха, открывающая книгу. Самая первая страница книги Всевышнего Аллаха начинается с этой суры. Да, мы знаем, что эта сура была ниспослана не первой. Другие суры были ниспосланы, но в суратуль Фатиха тоже одна из сур, которые Аллах Тааля первым ниспослал. И вот суратуль Фатиха, если эта сура заняла свое достойное место на первой странице, это желание Аллаха. Аллах, потому что определял очередность сур. Да, эта сура была попозже ниспослана, эта сура первее, но в Коране, если первой сурой стоит суратуль Фатиха, это тоже по желанию, по велению Всевышнего Аллаха. И вот эта мольба, которая находится внутри этой самой святой, самой достойной суры, мольба, вобрала в себя все, что нужно для счастья человека, как в этой жизни, фид-дунья, так и в вечной жизни. Поэтому ученые говорят, одна из самых полезных для людей, одна из самых достойных и самых мудрых молитв является молитва, спрятанная в суре Аль-Фатиха, которая находится в суре Аль-Фатиха. И вот каждый мусульманин обязан в сутки совершать 5 намазов. Если сосчитать количество ракаатов в этих 5 молитвах, только фарз ракаатов мы знаем сколько? 17. И не может существовать ни один ракаат без этой суры. Получается, мы обязаны, для нас это ваджиб, по иштихаду Абу Ханифа, суратуль Фатиха это ваджиб. А большинство ученых говорят фарз, потому что для них нет различия между ваджибом и фарзом. Поэтому это обязательно. Каждый мусульманин обязан 5 раз повторять эту мольбу. 5 раз совершать намаз и 17 раз обращаться к Аллаху через эту дуа. Это фарз, ваджиб. Еще 12 раз
Это в сунанур раватиб, это сопровождающие фарзой сунной. И 3 раза салатуль витр, да, витр. Но помимо этого мы можем совершать другие молитвы. Это киямуль лейль, это духа, тахиятуль масджид. И ни один намаз, ни одна молитва не может существовать или быть принятой без этого дуа. Поэтому есть другая дуа, которую мы обязаны 17 раз минимум повторять в день. Нет других дуа. Поэтому это уже показывает, доказывает важность этого дуа. Но если спросить многих молящихся среди нас, братьев и сестер, а что же означают эти слова? Даже вот просто спросить, а ты знаешь тафсир, значение каждого аята суратуль фатиха, без которого намаз не может существовать? К сожалению, многие братья и сестры, кто-то 5 лет, 10 лет, может быть, намаз читал, но, к сожалению, они не вникали, не учили смысл этой суры. И многие не знают, какие же великие слова произносят их языки, но эти слова выходят только с его уст, то есть не из сердца, потому что он даже не знает, что говорит. И вот Всевышний говорит: «Ихдина ас-сираталь мустаким». То есть вот именно мольба, дуа, суратуль фатиха где? Вот именно в этом аяте. «Ихдина ас-сираталь мустаким». Веди нас, наставь нас на прямой путь. Веди нас, дай нам жить, только идти по прямому пути. По какому пути? Сироталь лазина ан'амта алейхим, путем тех, кого ты облагодетельствовал, кому ты дал свой ни'ма, и не путем тех, гайриль магдуби алейхим, на которых пал твой гнев, валя доллин, и не путем заблудших. Это суратуль фатиха, мы знаем 6-7 аяты. И вот почему самое полезное? Почему одна из самых достойных дуа молитв? Потому что если Аллах кого-то наставит и будет вести до встречи с ангелом смерти по верному пути, альхамдулилля, счастье как в этой жизни, так и в последующей жизни для него обеспечено. То есть вот это слово хидая, наставление, когда Аллах будет вести тебя. Когда Аллах будет вести тебя. Где-то Он тебя будет останавливать, где-то Он тебя будет поворачивать, где-то разворачивать. Да, вот если ты будешь идти по правильному пути, альхамдулилля, и умрешь верующим мусульманином, то для тебя не принесет вреда, не будет вреда как в этой жизни, так и вечной. И вот, как известно, если взять аяты до 6-7, где уже идет непосредственно дуа, вот эти аяты, 1, 2, 3, 4, 5 аяты являются вступительной частью этого дуа. То есть мы готовимся обратиться к Аллаху и попросить у Него причину счастья в обоих мирах. Но это только в 6 аяте. Это не в 1 аяте, это не в 2, не 3 аяте. Все эти аяты, 5 аятов, это подготовительный процесс. И если изучить тафсир, смысл вот этих первых 5 аятов, субханаллах, в этих аятах восхваление Всевышнего Аллаха. Даже сура бисмилляхир рахманир рахим. Во имя Аллаха, всемилостивого, милостивого. Альхамдулиллахи раббил алямин. Мы восхваляем Аллаха, не только благодарим, мы восхваляем Всевышнего Аллаха, который является, и признаем Его, что Он есть Господь, хозяин всех миров, хозяин всего. Ар-Рахманир Рахим. Мы восхваляем, повторяя Его 2 великих имени. Это всемилостивый. До кого и до чего доходит Его знание, до этого места доходит Его милость. Поэтому мы знаем, что в этой жизни очень много людей, которые отрицают даже существование Всевышнего Аллаха. Но они тоже живут под милостью Всевышнего. Они тоже ходят под солнцем Всевышнего. Мы видим, сколько людей
вместо того, чтобы, субханаллах, поклоняться единому, достойному поклонению Аллаху, они ищут, некоторые строят, некоторые рисуют для себя ложные божества, которым поклоняются помимо Аллаха. Но Аллах все равно дает им пропитание, все равно не лишает их глаз, не лишает их языка. Аллах дает им семьи, Аллах дает им детей, Аллах дает им здесь, в этой жизни, радость, веселье. Аллах дает им. Но мы знаем, что есть качество Аллаха милостивый, который касается только Его праведных рабов. И в судный день мы знаем, что ни один неверный, ни один многобожник, он сколько бы ни просил у Аллаха, Аллах не смилостивится над ними. Малики яумиддин, хозяин, царь дня воздаяния, когда все предстанут перед ним и все получат по заслугам. Поэтому вот это все является чем? Подготовительным процессом. И вот хадис, который передает нам Абу Хурайра, радийаллаху анху, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передал нам слова Всевышнего Аллаха, где Аллах сказал: «Я разделил молитву между собой и рабом моим на две части». Ученые говорят, здесь под словом молитва мы должны понимать суратуль Фатиха, потому что суратуль Фатиха – основа намаза. Я разделил, получается, суру Фатиха между собой и рабом моим на две части. И будет рабу моему даровано то, что он попросит. И Аллах говорит, если раб скажет: «Альхамду лилляхи раббил аламин», вся хвала Аллаху, лилляхи, Аллаху, раббил аламин, Господу миров, Аллах ответит ему. Когда мы читаем в намазе суратуль Фатиха и говорим слово «Альхамду лилляхи раббил аламин», Аллах сразу же нам отвечает. Аллах говорит: «Раб мой воздал мне хвалу, хамадани абди». Он воздал мне хвалу, он восхвалил меня. И если раб скажет «Ар-Рахманир Рахим», то есть милостивый, милосердный, иногда переводится всемилостивый, милостивый, Аллах тут же отвечает ему: «Раб мой возблагодарил меня, восславил меня». Если же раб скажет «Малики яумиддин», царю дня воздаяния, Аллах говорит: «Раб мой восславил меня». Если раб скажет «Ияка на'буд», и только тебе мы, лишь тебе мы поклоняемся, «Ва ияка настаин», и лишь у тебя просим о помощи, Аллах говорит: вот это между мной и моим рабом, и будет рабу моему то, что он просит. И если же раб скажет, и вот уже мы дошли до начала дуа, «Ихдинас сироталь мустаким», Аллах говорит, если мой раб скажет: «Ихдинас сироталь мустаким», веди нас прямым путем, сироталь ладзина ан'амта алейхим, путем тех, кого ты облагодетельствовал, то есть путем пророков, посланников, салихин, сподвижников, праведных, сироталь ладзина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валаддаллин, и не путем тех, на которых гнев твой, и не заблудших. Аллах говорит: это рабу моему, и будет даровано рабу моему то, что он просит. Этот хадис в сборнике имама Муслима. Вот поэтому Аллах Тааля в этом священном хадисе говорит, радует своих рабов, что он принимает. То есть, что мы просим? Мы просим наставления, чтобы Аллах защитил нас от пути гнева, на который гнев его. И, альхамдулилля, Аллах отвечает ему, рабу моему, то, что он просит. И вот Аллах, субханаллах, наш Создатель, когда мы читаем суратуль Фатиха, он не только слышит нас, он, альхамдулилля, отвечает нам. Когда мы говорим «Альхамдулиллахи раббил аламин», он отвечает нам. Когда мы говорим «Ар-Рахманир Рахим», он отвечает нам. Поэтому Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, по-моему, в книге «Зукус саля», у него есть такая книжка «Наслаждение намазом».
Он говорит, когда мусульманин читает суратуль Фатиха, когда он произносит один аят, он немножко должен сделать паузу, как будто бы слыша или слушая ответ Всевышнего Аллаха. Потому что из этого хадиса мы понимаем, что после каждого аята Аллах нам отвечает. Поэтому, когда мы говорим «Альхамду лилляхи раббил алямин», мы должны послушать, как Аллах нам отвечает. Вот Ибн Кайим так говорит. Субханаллах. Аллах отвечает на каждый наш аят, а мы очень часто, иногда даже можем, если спросить, ты суратуль Фатиха читал, мы можем даже забыть об этом. Мы даже иногда вспоминаем, какую я суру читал. Поэтому каждый вот этот аят, особенно суратуль Фатиха, все мусульмане, которые совершают намаз, машаллах, они должны знать не только суратуль Фатиха, они должны знать, что означает каждый аят. Поэтому сами учите и учите свои семьи, других. Каждый должен знать, потому что на каждый аят идет ответ Всевышнего Аллаха. И вот Господь небес и земли, Он разговаривает с нами. Он отвечает на наши слова, а о чем думаем мы, когда читаем суратуль Фатиха. О чем? О чем думаем мы, когда мы говорим «Ияка на'буд», когда мы присягу принимаем, мы говорим, клянемся, я только тебе буду поклоняться, и у тебя только буду просить помощи. О чем мы думаем? Кто-то о жене, наверное, думает, соскучился, да? Кто-то о детях думает, кто-то думает, вот я здесь совершаю намаз, а как там у меня там в магазине, на рынке, на работе, да? Что там происходит? А у меня там на стоянке с машиной ничего не случилось? Нет, мы, субханаллах, Аллах с нами беседует, Он разговаривает с нами, Он отвечает нам. И поэтому мы, субханаллах, должны каждый аят пропускать через наше сердце. И вот в этой суре, это является самой великой сурой Корана, даже ученые сказали, что вот эта сура, она включает в себя смысл всего Корана. А Коран включает в себя смысл всех ниспосланных книг. Все ниспосланные книги, содержание этих книг вбирает в себя Коран. И весь смысл Корана в суратуль Фатиха, и ученые говорят, два слова «Ияка на'буд» ва «Ияка наста'ин» включает в себя весь смысл суратуль Фатиха. Поэтому весь смысл всех небесных книг вот в этих словах. И вот здесь Аллах учит нас правильно обращаться к Нему, и поэтому прежде чем попросить у Аллаха что-либо, мы сначала должны обращаться к Нему через Его наипрекраснейшие имена. Мы должны восхвалять Аллаха. То есть даже прежде чем возблагодарить Аллаха. Почему? Потому что ученые говорят, в чем разница между хвалой, хамд, и шукр, благодарностью. А разница в том, что, чтобы поблагодарить кого-то за что-то, нужно, чтобы получить от него что-либо. Так ведь? А когда ты восхваляешь кого-то, ты не восхваляешь его только за то, что он тебе что-то дал. Нет, ты восхваляешь его за то, чем он владеет, за его качество, за его достоинство. Поэтому, когда мы благодарим Аллаха, это айбада, да, это поклонение, это великое дело. Но мы благодарим Аллаха за то, что Он дал нам свою милость, свою щедрость, свои дары. Так ведь? А когда мы восхваляем Аллаха, это еще больше ученые говорят. Почему? Потому что мы восхваляем Аллаха не только за то, что Он нам дал и дает, а мы восхваляем за Его имена, за Его качество, за Его силу, за Его мощь, за Его милость и так далее, и так далее. Поэтому каждый дуа мы должны начинать со слов восхваления. После того, как мы поблагодарили Аллаха, после того, как мы восхвалили Аллаха, потом второй этап – «Ияка на'буд ва ияка наста'ин». То есть ты говоришь Аллаху, что ты только Его раб. Ты говоришь: «О Аллах, я твой раб». Как один из сподвижников обратился к Аллаху: «Аллахумма инни ас'алюк». «О Аллах, воистину я прошу у Тебя
би анни шахидту аннака анталлах. Потому что я засвидетельствовал, что ты Аллах. А у кого мне еще просить? Ты же Аллах, поэтому я у тебя прошу. Это очень важно. Мы рабы Всевышнего Аллаха, и нужно сказать об этом Аллаху. Если мы поклоняемся одному Аллаху, то мы должны сказать: о Аллах, я только твой раб, я только тебе поклоняюсь. Если ты пришел в мечеть, ты для чего пришел в мечеть? Наверное, ради Аллаха. Так ведь? Тогда скажи ему это. Мы с вами, у нас был урок тавассуль, анва'у тавассуль. Как через 3 причины мы добиваемся ответа наших дуа. И вторая, по-моему, или вторая причина, да? То есть человек может просить у Аллаха через его, то есть вспоминая свои благие дела. Поэтому вы восхвалили Аллаха. Альхамдулилля, теперь можете сказать ему то, что ради него вы делаете. Поэтому мы говорим: ияка набуд. Мы только тебе поклоняемся. Мы только твои рабы. И у тебя просим о помощи. И только после этого мы, альхамдулилля, просим у Аллаха. И Ибн аль-Каим, рахимахуллах, у него есть такая книга «Мадариджус саликин». В этой книге он пишет такие слова: «Суратуль Фатиха», вот эта сура, включает в себя 2 причины, 2 пути, которые сближают нас к Аллаху, которые служат причиной того, что Аллах примет наши дуа. Первый путь, первый метод – это слова восхваления, слова благодарности Всевышнему Аллаху. Альхамдулиллахи раббил алямин, ар-рахмани рахим, малики яумиддин. Второй путь, когда человек сближается к Аллаху, к Его милости, через Его благие дела. Он только Ему поклоняется, он только Его раб, он никому больше не поклоняется. Вот это второй путь. И только после этого он обращается к Аллаху и просит у Него что-либо из мирской жизни и для жизни вечной. И вот тот, кто обращается к Аллаху через вот эти 2 пути, используя 2 метода, Аллах принимает его дуа. Аллах принимает его дуа. И поэтому мы после завершения суратуль Фатиха мы говорим амин. Амин, то есть: о Аллах, прими нашу дуа, прими нашу мольбу. Вот это самое первое. Это самое первое. И второе – мир и молитва пророку, саллаллаху алейхи вассалям. После того, как мы восхвалили Аллаха, поблагодарили Его и вспомнили право Аллаха, сначала право Всевышнего Аллаха, мы не спешим просить, мы должны вспомнить право посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому Аллах дал нам возможность, альхамдулилля, просить у Него благословения за Его пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это называется ас-салату аля наби. Мы можем сказать: Аллахумма салли аля Мухаммад, вассалату вассаляму аля Расулилля, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, альхамдулилля, вот это тоже есть поклонение. И поэтому кто-то может своими словами, кто-то может на арабском языке, на своем языке, неважно, но самое главное, после прав Всевышнего Аллаха он должен вспомнить права нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И как передает Амир ибн Раби'a, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма мин абдин юсалли алейя илля саллат алейхи аль-малаика, ма дама юсалли алейя». Какой бы раб, какой бы человек, если он будет просить благословения для меня, то есть он будет обращаться к Аллаху и просить, чтобы Аллах благословил меня, ангелы, безгрешные ангелы, будут просить благословения Аллаха за этого человека. Если мы делаем салават нашему пророку, ангелы будут говорить салават за нас, мадама юсалли алейя, пока он будет продолжать просить благословения за меня. Поэтому пророк сказал: «Фальюкаллилил абду мин далика ау ла юкфир». Поэтому он может поменьше просить у Аллаха за меня благословения, может
побольше. Чем больше, тем больше будут ангелы просить за него. Этот хадис в сборнике имама Ахмада. И действительно, ас-салату аля наби, салават за нашего пророка является одним из самых величайших дел, особенно Йаум аль-Джумга, в пятницу, альхамдулилля, и поэтому каждый мусульманин должен взять себе как правило, если он слышит в агазе, дома, где-то слово Расулуллах, слово пророк, посланник Аллаха, он обязательно должен учить себя делать за него салават, иншаллах. И что касается уже дуа, Раваху Табарани, передает Табарани, имам Табарани, такой хадис, где посланник Аллаха сказал: «Ад-дуау махджубун хатта юсалли ад-да'ия аля наби». Дуа не примется, дуа закроется, пока тот, кто обращается к Аллаху, взывает к Аллаху, не попросит благословения за пророка. Поэтому Аллах не примет нашу дуа, пока мы не попросим салават посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому ученые нас учат, как правильно делать салават. И самый лучший салават, ученые говорят, когда ты просишь благословения Аллаха за нашего пророка в начале дуа, в середине дуа и в конце дуа. Поэтому даже вот если послушаете, например, дуа шейх Судейса, который во время Рамазана, салатуль витр, обращается к Аллаху, он очень часто останавливается в просьбе и начинает делать салават, то есть просить благословения. Поэтому иногда говорит: Аллахумма салли аля Мухаммад, ва саллаллахумма аля набийина Мухаммад, ва аля алихи, ва азваджихи, за супруг, за семью пророка, алейхиссалат, за его сподвижников. Это очень важно. И вот, машаллах, в этом и мудрость Аллаха. Перед тем, как попросить у Аллаха что-либо для себя, казалось бы, дуа – это право человека, так ведь? Аллах дал нам такое право просить у Него. Но Аллах Тааля учит нас, прежде чем вспомнить свое право, вспомнить право Создателя. Не торопись, не спеши, будь терпеливым. Вспомнишь свое право, но после права Создателя. Поэтому, когда ты обращаешься, не проси сразу, а вспомни право Аллаха, восхвали Его, поблагодари Его. Вспомнил права Аллаха, теперь вспомни права своего посланника. Что выше, право пророка, субханаллах, или твое право? Когда Умар ибн Хаттаб подошел к посланнику Аллаха и сказал: «Я Расуль Аллах, я люблю тебя больше всех после себя». На что пророк сказал: «Ты еще не уверовал». А когда Умар подошел и сказал: «Я Расуль Аллах, я люблю тебя больше всех людей и больше себя», тогда посланник Аллаха сказал: «Аль-ан я Умар», вот теперь ты уверовал. Поэтому для нас, субханаллах, когда мы просим у Аллаха, важно вспомнить право нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который день и ночь, альхамдулилля, просил за нас дуа, который оставил для нас ночи как дни, потому что он все разъяснил для нас, абсолютно все в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и который будет единственным тем, который обладает право шахадатуль узма, самое великое ходатайство, где пророки будут молчать, где пророки будут дрожать перед Аллахом за свои прегрешения, за свои недостатки. И когда люди подойдут к Адаму, он скажет: нет, идите к другому, к Нуху, идите к другому, Ибрахиму, идите к другому, только не ко мне, Айса, идите к другому, только не ко мне, Муса. И тогда, когда подойдут к пророку и скажут: сделай для нас шафагат, заступись за нас, и он не отвернется от своего ума, он скажет: да, я для этого. И он будет ходатайствовать, он будет стоять на мосту и будет просить за каждого, альхамдулилля, который следовал за его сунной, который был в его уме. Поэтому, альхамдулилля, мы не должны забывать про право. И даже в намазе, когда мы читаем ат-тахият, да, ташахуд, сначала идет право Аллаха: ат-тахияту лилляхи вассалавату ват-тайибат. Это право Аллаха. Ат-тахияту лилляхи вассалавату ват-тайибат.
все мои слова приветствия, восхваления, все мои благие дела, молитвы кому? Лилля, Аллаху. Это право Аллаха. Мы восхваляем Его. А потом только, мы просим благословения Аллаха нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И только потом мы уже можем просить у Аллаха. Поэтому в намазе сначала мы право Аллаха выполняем, ат-тахият, потом салават, а потом по сунне мы можем просить у Аллаха дуа. Даже внутри намаза, альхамдулилля, ученые говорят, даже на своем языке. Если ты прочитал ат-тахият, право Всевышнего Аллаха, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид, до конца. Все, ты выполнил право в каком-то роде, посланника вспомнил, право посланника. Тогда уже даже до саляма, до слов приветствия, ты можешь попросить у Аллаха что-либо уже за себя. Вот поэтому даже форма, альхамдулилля, внутри намаза, слов поминания, учит нас. Поэтому в этом мудрость Аллаха, и это есть этикет дуа. Поэтому, дорогие братья, в завершении хочу сказать себе и вам насихат. Прежде чем просить что-либо за себя, вспомните право Аллаха, поблагодарите Его и салават за нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Джазакумуллаху хайр, ва саллиллахумма аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.